Во время пандемии мир оказывается в новых условиях, и основной удар на себя берут медицинские работники, которые находятся на переднем плане борьбы с инфекционными болезнями. Именно на их плечи ложится вся критическая нагрузка. Сегодня мы расскажем историю нашей соотечественницы Астанды Мушба, которая в разгар пандемии отважно, рискуя собственной жизнью, помогала больным. Астанда окончила Ивановскую государственную медицинскую академию, после чего прошла ординатуру в Институте совершенствования врачей при Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова в Москве. Завершив обучение, Астанда осталась работать в этой клинике. Сегодня она успешный врач-невролог, точнее, заведующая отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения. Казалось бы, какое отношение она имеет к инфекционным заболеваниям. Однако и в ее привычную жизнь пандемия внесла свои коррективы. Когда вся страна перестраивается, вся наша жизнь перестраивается на борьбу с коронавирусной инфекцией, мы не могли остаться в стороне. Когда наше руководство приняло решение, что непосредственно наш центр вступает в борьбу с вирусом, был отдельно перепрофилирован целый корпус, 250 коек было открыто. Ну и когда встал вопрос, что кто будет работать, естественно, мы люди взрослые, это было осознанное решение. Другого варианта я на самом деле не видела. Ровно так же, как и мои коллеги, я встала вместе с ними на борьбу с этим вирусом. Впервые ты начинаешь заниматься тем делом, которым ты раньше не занималась. Я невролог, и, наверное, все-таки все, что касается инфекции, это было еще когда я училась в вузе. Нужно отдать должное, когда мы решились работать в данном госпитале. Наше руководство обеспечило нас всеми необходимыми средствами. Это были в большом количестве организованные средства индивидуальной защиты, препараты, то есть все, что необходимо у нас было для борьбы с коронавирусной инфекцией. Тяжело было, конечно, особенно в первые дни, потому что мы не понимали, как может вести себя вирус, как может болеть человек. Какова будет эффективность нашей терапии. Ведь на самом деле не существует какой-то волшебной таблетки, которая по мгновению вылечит человека. Работа, где практически каждый день совершаются подвиги, особенно в период пандемии. До сих пор во всем мире ведется непримиримая борьба с коронавирусной инфекцией. Врачей приравнивают к супергероям. Только есть между ними одно различие. Если выдуманные персонажи в той или иной степени неуязвимы, то медицинские работники, рискуя собственным здоровьем, принимают и лечат людей, нуждающихся в их помощи. Подход был все-таки индивидуальный. По каждому пациенту мы прорабатывали определенную тактику лечения. Сложно было и в этом плане, сложно было и в плане ношения этих средств индивидуальной защиты, этих СИЗов. Почему? Потому что определенный дискомфорт. Во-первых, ты не привык. Во-вторых, это одежда, которая оставляет отпечатки на лице, на теле, от перчаток и прочее. Болезнь протекала по-разному на самом деле. Нет какой-то определенной картины, что вот такие-то только симптомы могут быть. Симптомы разнообразные на самом деле. Кто-то болел в более, так скажем, по более легкому варианту. Кто-то болел тяжело, с тяжелой дыхательной недостаточностью, что требовало уже помощи с помощью аппарата. То есть люди подключались к аппарату искусственной вентиляции легких. Таких пациентов тоже было много, наша реанимация была заполнена. Инфекционный госпиталь COVID-19 при центре Пирогова был открыт 3 апреля на базе многопрофильного корпуса, рассчитанного на 250 мест. Он стал первым федеральным учреждением для пациентов с коронавирусной инфекцией. Самое, наверное, большое впечатление от работы в госпитале – это первые дни, когда стали поступать пациенты. Я сменила коллегу, заведующего приемным отделением, который тоже проработал большое количество времени, уже физически он тоже истощился, его нужно было сменять. Проработала я около 7,5 часов в приемном отделении, дальше и меня сменили. Почему большое впечатление? Потому что в первые дни везли очень большое количество пациентов. В какой-то момент я занималась пациентами, сортировала к врачу на анализы, на компьютерную томографию. В какой-то момент я просто остановилась, выглянула из окна, посмотреть, а сколько там еще машин. Это было огромное количество машин, весь двор нашего центра был заполнен просто машинами. И это, конечно, вот просто поражало.
И ты понимаешь на самом деле, какое количество людей болеет и что это никакие не шутки. Астанда была заведующая вторым инфекционным отделением, и каждый день в течение нескольких месяцев она вместе со своими коллегами поднималась в так называемую красную зону. Именно там врачи обсуждали тактику лечения больных. Были люди, которые, естественно, нас одевали, правильно одевали в СИЗы и, естественно, и раздевали в санпропускниках. Но всегда я хотела проконтролировать этот момент, чтобы мои врачи были защищены, потому что наша безопасность, она тоже имеет важное значение. Все врачи, которые работали в красной зоне, имели возможность жить не с семьей, естественно, потому что мы ограничивали круг контактов. Наше руководство выделило специальную гостиницу, где врачи могли в свободное время от дежурства, от работы пребывать в данной гостинице. Мне было проще в этом плане. Я могла после работы поехать к себе домой, поскольку живу одна. Но вот все остальные, конечно, были отлучены от своей семьи. У нас всех был жесткий, так скажем, режим, жесткий график. Мы не видели своих родных, исключительно, условно говоря, работа, дом. За время пандемии в клинике было вылечено около 1150 человек. К сожалению, не обошлось и без летальных исходов. Самому молодому погибшему пациенту было всего 25 лет. По словам Астанды, самое сложное в ее профессии – это сообщить о смерти близкого человека. Всегда было сложно общаться, потому что много вопросов по лечению. У многих людей понимание лечения данного вируса не соответствует правильным критериям. И ты каждый раз объясняешь, как нужно лечить, как это все происходит. Много недопониманий было. То есть сложно было общаться. Самое сложное, наверное, это когда ты сообщаешь о том, что твой родной человек, к сожалению, несмотря на все наши усилия, умер. Это было самое, пожалуй, сложное, потому что мы все прикипали к своим пациентам, мы боролись до последнего за каждого пациента. И до сих пор у меня перед глазами пациент реанимационный, тяжелый, молодой, практически с тотальным поражением легких, присоединений масса осложнений, в том числе и инсульт, умирает. Сложно, конечно, сообщать. Жена его, помню, каждый день приходила, погода была плохая, но под дождем могла стоять, ждать своей очереди. Вот. Это самый сложный момент. Во время пандемии общество разделилось на два типа. Первые серьезно отнеслись к угрозе эпидемии и старались соблюдать все меры предосторожности. Вторые до сих пор категорически отрицают сам факт существования вируса. Астанда высказала свое мнение по этому поводу. Самое обидное, что приходилось нам переживать, это невера людей в данный вирус. Люди отнекиваются, говорят, что это выдумка чья-то, кого-то, не знаю, чья это может быть выдумка, что это какое-то орудие и прочее. Ну, я хотела бы сказать только одно, что окей, это может быть чье-то орудие, но мы уже столкнулись с данным вирусом, и мы должны бороться с его последствиями, мы должны спасать людей. Поэтому, когда ты выйдешь из красной зоны, практически или живой, включаешь там телевизор в какую-то там минуту и слышишь, что опять люди говорят по телевизору, что это просто обман, очень обидно. Ковид-учреждение Пироговского центра с 23 июня прекратило прием пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, а 2 июля был выписан последний пациент. Во время работы в госпитале все сотрудники еженедельно проходили тесты на коронавирус, сдавали ПЦР и, конечно же, велся мониторинг результатов анализов пациентов. Наша героиня неделю назад приехала на родину с отрицательным тестом, и сейчас она находится со своей семьей. Россия высоко оценила труд врачей, боровшихся с пандемией. В числе награжденных, что особенно приятно, и Астанда Мушпа. Она награждена орденом Пирогова, а также почетной грамотой и благодарностями за вклад в борьбу с COVID-19. Сегодня инфекционное отделение при центре Пирогова закрыто. У врачей отпуск, однако пациенты не забывают тех, кто оказал им помощь. На официальном сайте клиники можно увидеть немало отзывов и слов благодарности в адрес врачей.
Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу ковид-госпиталя за лечение моей матери, поступившей в тяжелом состоянии. Отдельную благодарность выражаю Астанде Мушпа и сотрудникам реанимационного блока. Вы лицо современной медицины. Спасибо за заботу и теплое отношение к пациентам. Пусть все добро вернется к вам многократно. Астанда Мушба лично столкнулась с коронавирусом и с его последствиями. Ей пришлось наблюдать, как тяжело болели некоторые пациенты. Угроза пандемии еще не миновала, и поэтому стоит прислушаться к словам специалистов, быть бдительными и беречь себя и своих близких. Сария Кварацхеля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.